В Якутии почти каждый знает, что Курильская гряда не только географическое понятие. Так здесь называют юкагирских писателей, братьев Куриловых, младшему из которых, Николаю Николаевичу Курилову, исполнилось 75 лет. Этой знаменательной дате и был посвящен творческий вечер в литературном музее под названием «Миры Николая Курилова». Сегодня мы проводим замечательный вечер, посвященный 75-летию народного художника республики, писателя, детского писателя, который автор замечательного юкагирского букваря, поэта, в общем, универсальной личности. Перед вами книги, которые написал он и рассказывает о его деятельности. Николай Николаевич из замечательной семьи юкагирского знаменитого шамана. Его мать Анна Васильевна, она знала традиции, обычаи и всех, кто жил рядом. И вот знание своей природы, родного народа отец Курилов передал ей, а она все это рассказывала и передавала своим сыновьям. Старший сын Гаврил Курилов замечательный ученый, который сделал большой вклад в развитие культуры юкагирского народа. Он пишет замечательные стихи, которые здесь представлены на выставке. А другой брат Семен Курилов, к сожалению, он рано ушел из жизни, но он оставил с нами знаменитый роман «Калидо и Халирхан», который рассказывает об истории, культуре и жизни своего народа. А Николай Николаевич, он продолжает плеяду, как выдающийся представитель юкагирского народа. Он универсальная личность, он лауреат Текелдулока премии детской литературы имени главы республики имени Амачкия. Пишет фантастические рассказы. Очень замечательный художник. Как будто бы народ, он передает эстафету одного брата своему народу. Эти братья, они оставляют большой вклад в развитие культуры и литературы юкагирского народа. Мы знакомы с Николаем Куриловым, когда он еще был Колей, и я Володей. И мы в 1984 году, получается, ровно 40 лет назад в Москве представляли нашу молодую якутскую литературу. Он представлял литературу народов Севера, я русскую, а Василий Харыскал и якутскую. Вот такая была троица. В результате вот сегодня все трое, Василия Харыскала уже нет, Василия Свеча, светлая ему память, все трое стали народными. Вот, наверное, все-таки выбрали тогда достаточно точно, и тогда я уже обратил внимание на творчество Николая Курилова. Вот. И он во многом был первопроходец. Он, например, самые первые фантастические рассказы стал среди юкагиров писать. Да? Вот. У него очень интересные очерки были. Вот. И у него такая была пьеса-поэма «Черная морожка». Вот именно я эту пьесу-поэму перевел на русский язык. А потом по ней был поставлен музыкальный спектакль в театре оперы и балета. Поэтому творческие связи какие-то нас очень давно связывают. Я очень внимательно отношусь к его литературе, к его творчеству, слежу за ним. И поэтому сегодня, оказавшись всего на 3 дня в Якутске, я решил, что я обязательно должен прийти на его вечер. В зале музея собрались литераторы, общественники, земляки и просто поклонники Николая Курилова. Вечер проходил в уютной, почти домашней обстановке. Одним из его ведущих был известный юкагирский общественный деятель Вячеслав Иванович Шадрин. Гранна его личность как писателя, поэта, публициста и драматурга. Практически сложно сказать жанр литературы, в котором не творит Николай Николаевич. И это действительно так. Но сегодня выступят литературоведы, которые более, наверное, ярко это осветят и подробно. Но личность Николая Николаевича не ограничивается какими-то общепринятыми рамками. Это, с одной стороны, поэзия. Причем, с одной стороны, вроде есть и детские стихи,
а с другой стороны есть совершенно глубокие философские, и при этом очень интересный, он новый такой определенный жанр для якутской литературы открыл, как стихотворение короткого, такого, скажем, короткой длины, ну, может быть так, если скажем, да, который фактически приравнивается к афоризмам, иногда может быть состоящим просто из 2-3 слов, но которые вдруг несут в себе очень глубокий смысл. Это действительно, наверное, северный характер тундры, в котором можно отдельным штрихом, вот здесь, наверное, совмещение его художественного восприятия мира, да, и как художника, и как мастера слова, когда одними-двумя словами можно выразить целую огромную палитру мира. Ответственность за судьбы народа и желание пропагандировать свою культуру привели Николая Николаевича к сотрудничеству с театрами. За последние десятилетия по пьесам и по сценариям, по либретто Николая Николаевича 4 спектакля было поставлено в театрах нашей республики. Вот об одном из них уже по пьесе «Черная морожка», это опера в театре оперы и балета была поставлена, называлась «Юко и Аннеке». И вот сегодня у нас как раз присутствует народная артистка Российской Федерации Республики Саха-Якутия Борисова Альбина Михайловна. Она представляет Государственный театр оперы и балета. И вот мы предоставим ей слово. Пожалуйста. Я очень рада, что наш многочисленный, многонациональный коллектив имел счастье прикоснуться в своем музыкальном действии с вашим литературным творчеством. Для себя мы эту оперу называли «Северные Ромео и Джульетта». В этой опере были задействованы наши молодые творческие силы. Это действительно был такой эмоциональный подъем. И мы для себя, наш коллектив открыл завесу тайны жизни и быта, и культуры, и духовного наследия северного народа. И сегодня эта опера нашего композитора Михеева на либретто, который вы написали, на либретто вашей поэмы «Черная морожка», занимает достойное место в репертуарной политике нашего театра. К моему отцу когда-то приезжал Семен Курилов, Семен Николаевич, я тогда писатель, часто собирались. Я тогда не знал, что это бюконирский писатель, что знаменитый, я такой маленький. Но потом я с Гаврилом Николаевичем практически очень близко общался, очень много получил, он меня учил быть, поэзию, писательству, всему этому учил. А с Николаем Николаевичем мы в свое время работали в Гелване. Когда-то я там тоже начинал работать, и Николаем Николаевичем мы тогда познакомились. Но я очень горжусь тем, что я современник Николая Николаевича. Такие люди, которые могут быть и поэтами, и писателями, и драматургами, и художниками. Это очень редко. В одном человеке такое сочетается очень-очень редко. Братья его, Семен Николаевич, это был писатель, романист, а Гаврил Николаевич, он поэт, ученый, а Николаев все это сочетается в одном. Я этому очень рад, и я очень рад, что действительно я современный с ним. И я хочу пожелать, 75 это не предел. Будут годы. Я хочу, чтобы он еще творил, еще больше сделал не только для своего народа, югоиров, но и для всего северных народов, живущих в Якутии.
Николая Николаевича тепло поздравили родственники и земляки. Мы убедились, что Николай Николаевич в отличнейшей форме. Мне кажется, что он ничуть не постарел, таким же и остался, такой же он энергичный очень, как всегда. Часто он приезжал к нам в нашу школу. Вот сегодня еще, как библиотекарь, посмотрела на выставку книг, которые вот выставлены, и почти все эти экземпляры этих книг у нас находятся в нашей библиотеке, которым пользуются наши учителя, наши дети. Николай Николаевич, конечно, мой родной дядя, он и по матери родня, и по отцу родня. По линии матери он очень близкий дядя. Поздравляю его с 75-летием, чтобы он вообще очень такой еще молодой, я думаю, еще много будет делать для своего народа. Самое главное, он долго жил, и у него самое главное, чтобы здоровье было. Вот Галина Ивановна, да, сейчас сидит, живет в Якутске. Ее спас наш отец. Маленькую девочку он из горящего дома вытащил, которая спряталась в закутке спального мешка, наверное, от страха. Вот. А наш отец шаман, понимаете, шаман, рискнул своей жизнью, вошел в огонь, вытащил ее, и вот она до сих пор здравствует. Заслуга Николая Николаевича Курилова, это, во-первых, то, что он для нас, казачинских детей в Гусянском районе, разработал первую методическую пособию. Поэтому наши дети уже в течение 10 лет учили разговорный юкагирский язык. И, во-вторых, наши дети, не только дети, но и взрослые, уже начали петь песни на юкагирском языке, потому что он перевел наши песни на юкагирский язык. Почему это относится к моей семье? Это песня, которую сейчас мы будем петь. Эту песню, во-первых, написал мой классный руководитель Николай Васильевич Томский, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия. Это во-первых. А во-вторых, музыку написал Иван Иванович Томский. Это очень близкий друг Николая Николаевича Курилова, наш сородич и известный мелодист, талантливейший друг, талантливейший человек и друг моего мужа. Муж мой, музыкант Лисов Валерий Алексеевич, он помог Ивану Ивановичу Томскому написать мелодию. Поэтому вот ноту тоже вот написали, да, вот вместе с Иваном Ивановичем Томским, Валерий Алексеевич Лисов и Николай Николаевич как бы Курилов. Вначале было это. А сейчас слово собратьям по перу. Всю жизнь мы рядом с Николаем, поэтому для меня он очень свой, не то что свой, а близкий, родной человек. Я очень тесно связан с этой семьей, и имею такое чувство восхищения к этой семье. Это феномен
по-моему, такого феномена не было, чтобы из одной семьи вышло 3 таких незаурядных писателя. Не просто писателя, но и незаурядных, выдающихся писателей. Это, конечно, говорит о том, что нам надо задуматься о воспитании, роль матери в воспитании своих детей, роль вот этой удивительной женщины, которая вот сумела в таких сложных условиях передать сыновьям всю палитру сложного этого мира. И все они не просто писатели, а они люди философского склада, люди, творчество которых концептуально. Один из таких особых годов, это 1984 год, и дебютировал Николай Николаевич со своими сборниками стихов «Цветы тундры» и «Мой Малахай». Сегодня не раз прозвучала тема матери, это безусловно, полностью мы согласны, потому что все стихи пронизаны именно этой ключевой темой. Безусловно, и тема родного края, и быт северного человека, и красота юкагирского языка, который сегодня мы радостно слышали. В 1985 году был опубликован сборник «Я живу в тундре», куда, собственно, были включены его сказки, наверное, первые сказки и рассказы для детей. Вот эта детская тема, она у него появилась в середине 1985 года. Он продолжает, и сегодня тоже уже звучало название этой повести «Каникулы в тундре». В 1987 году. И вот эта тема маленького ребенка, его любознательность, пытливый ум, искренняя чистота и любовь к маме. Это темы, которые являются, наверное, ведущими. И опять-таки вот образ матери в его книгах носит и метафорическое значение, потому что мать для северянина – это не только вот мама, о которой сегодня мы говорили, но это мама, это тундра, может быть, это тоже то, что питает вообще талант братьев Куриловых и Николая Николаевича. Это северное солнце в тундре, от которого идет свет, тепло и жизнь. Надо сказать, что вот эта детская тема, она появляется у Николая Николаевича так эпизодически, но в целом все его творчество пронизано именно детскими рассказами, сказками, его авторскими литературными детскими сказками. Он пробует силы в ранее совершенно не встречающемся жанре для литературных народов Севера, это фантастика. В 1993 году Николай Николаевич опубликовал свои фантастические рассказы, и вот сегодня тоже наша коллега сказала, ну не фантастика, а это все-таки ближе к притче. Да? Но тем не менее, значит, вообще удивительно, когда все узнают, что вот эти фантастические рассказы, а Гаврил Николай Николаевич не стал как-то особо заморачиваться, фантастические рассказы и точка. Он подписал своим очень интересным псевдонимом «Акадбы», и никто не знает, а кто за ним прячется. А за ним прячется Николай Николаевич. Надо сказать, что все-таки при всей притчивости, да, рассказы в целом унаследовали, конечно, канонические принципы фантастической прозы. Безусловно, и Николай Николаевич в своем том замечательном интервью он так и сказал, меня все-таки вело желание, значит, высказаться и высказаться откровенно, и этим откровенным языком должен был быть эзопов язык, потому что время было еще такое особое. И поэтому он спрятался за этой фантастикой, но фантастика вроде бы как и на космическую тему, у него есть произведение «Голубая планетка», и тема иноземного контакта. В 90-е годы мы все как-то бредили иноземными контактами, признаться честно, да? Нас бросало то к значит, представителям другой цивилизации, то в аум, и вообще непонятно, что это время было такое. И вот, в частности, «Куропатка с пурпурными глазами», вот там мы можем и насладиться этими иноземными контактами. Но вместе с тем у него появляются темы совершенно нетрадиционные для фантастики. И в этом, наверное, собственно говоря, и есть та самая национальное ядро фантастики юкагиров, которую вот подарил юкагирской литературе Николай Николаевич. А в частности, речь идет о теме надежды, тема памяти,
поиска своей планетки. Это тема, которая сегодня сверхактуальна. Создание учебных пособий – еще одна грань творчества Николая Курилова. Надо сказать, что веселый букварь и веселая она связана с именем Николая Николаевича. И первый букварь был оформлен именно им, можно даже сказать, он соавтор этого букваря. И, конечно, он единственный из юкагиров, который лично сам участвовал в создании учебных пособий. Это литературное чтение, книга для чтения для начальной школы. Полный объем книг он выполнил. Но тогда это было очень редко. И, конечно, когда мы стали возрождать юкагирский язык, стали создавать новые пособия, то мы опирались именно на тот фонд, который был создан Николаем Николаевичем. И у нас, конечно, не так много писателей, которые пишут для детей. Гаврил Николаевич, Николай Николаевич. И, конечно, современные юкагиры, они пишут, но это пока не относится к классике, да? И я вот сегодня на этом вечере присутствую, и меня очень интересует его именно та часть, которая связана с обучением. Он отличник образования Республики Саха-Якутия, и, конечно, можно сказать, что это еще много представляет возможностей для того, чтобы расширять его участие в наших учебных пособиях. В тех книжках, которые уже есть, мы много использовали его книг, рассказов, стихов. И у него есть уникальная способность — это поэтически переводить различные стихи русских поэтов, разных других авторов, да, с других языков. И у нас есть набор сказок для детей, которые переведены им на юкагирский язык. Но вот, к счастью, он еще пишет на других языках. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы он писал для детей на юкагирском языке. Нашего народа, наверное, счастливая судьба, что у нас на разных этапах нашего развития исторических появляются люди, которые ведут народ. Это был Теки Адулок, потом Семен Курилов, Гаврил Николаевич Курилов в Луруаду, а сейчас это Николай Николаевич Курилов, без которых представить вообще существование самого народа невозможно. Мы, вот, когда говорим о Николае Николаевиче, мы говорим, с одной стороны, он глаза нашего народа, его картины отражают нашу природу, нашу землю, и, смотря на его картины, мы вдруг понимаем, что мы тоже так же видим свою природу, нашу землю именно так. С другой стороны, это голос нашего народа, потому что было время, когда каждое утро мы просыпались и слышали его голос, который несся над просторами тундры и тайги, и который возвещал всему миру о том, что юкагиры живы. И под занавес небольшое интервью с юбиляром. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы вдруг стали писать, что вас на это подвигло? Ну, во-первых, все-таки это влияние братьев, потому что Семен Николаевич, когда я учился в школе, уже третьекласснику читал отрывки из своего романа и говорил: нравишься, не нравишься. Но я, конечно, говорил: нравится. Ну и, естественно, я много читал, очень много читал, был постоянным читателем нашей сельской библиотеки, не говоря уже о школьной библиотеке. Ну и, конечно, вот эта фантазия жителя тундры, большой простор, это вселенная, где невозможно жить без фантазии. Я думаю, в этом и все заключается. Это она развивает, одухотворяет, мысли поднимает. Вот потому и начал писать. Николай Николаевич Курилов – художник, писатель, журналист, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, народный художник Якутии, член Союза художников России,
член Союза писателей России, член Союза журналистов России, в свои 75 лет полон сил, энергии и замыслов. И поэтому надеемся, что он еще порадует своих поклонников чудесными произведениями.